Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Наш ансамбль «Шулдер» называется. Это у нас новый проект, мы организованы в 2017 году. Вот. И у нас в коллективе вообще 6 человек. Мы созданы при кафедре музыки финно-угорских народов. Вот. И в ансамбле представители нескольких этносов. Я как руководитель, например, я марий. Я с ними изучаю марийскую культуру. У меня со мной в этот раз приехали девочка Коми и 2 мальчика удмурта. Они представляют удмуртскую культуру. И таким образом мы в одном ансамбле сочетаем несколько традиций. Мы занимаемся изучением именно традиционной музыки. Да, инструментов. Да. Мы вот друг другу передаем и обогащаем вот друг друга. У нас к концу 4-го курса получается такой багаж у студентов, что они уже знают всю финно-угорскую традицию. Я с Башкирии, вот, удмурт, закамский удмурт получается. Учусь, 1-й курс закончил в консерватории. Я родом из города Сыктывкара, Республики Коми. Сейчас учусь на 3-м курсе Государственной консерватории имени Глазунова. Я родом из Удмуртии, сам чистый удмурт, и из маленькой деревушки Занагурт, это Дебёцкий район.
я приехал в Петрозаводск, умел играть, ну, на баяне, там, на гуслях, ну, не на многих инструментах, как бы, вот. А приехал я туда, поступил, после этого я познакомился с этими инструментами, на которых я сейчас играл, как бы, на волынке, например, да, вот. Потом уджугумы, это удмуртский инструмент традиционный, получается. На гармошке играл уже до этого, как бы, вот сейчас тренируюсь, усваиваю, я этим живу, это мой хлеб в дальнейшем, я думаю, поэтому я музыку не буду бросать, я в дальнейшем буду это все продвигать, как бы, поэтому музыка мне нравится, я от этого удовольствие получаю в большой степени, когда выступаю, вот, есть еще зрители такие, что все дают такую энергию, вот, поэтому музыка — это моя жизнь. Я выросла в Республике Марий-Эл. Я до 5 лет вообще не знала русского языка. Я выросла, я с 3 лет пою и танцую. Уже писать и читать я научилась позже. Поэтому это в крови у меня живет уже много лет. И многие вот из нас тоже, они вот выросли в деревнях. И вот у меня такое мироощущение. Кто, если не я? Кто может даже вот ту же свадебную традицию описать уже с других позиций? Не просто как исполнитель традиции, да, а как научный исследователь. На данный момент я пишу диссертацию кандидатскую. Моя тема — свадебные традиции луговых морей, локальные характеристики. Вот, я беру каждую традицию локальную, да, ну, кто знает, там у нас несколько подгрупп луговых морей, и изучаю отдельно свадебную традицию, и вот должен быть результат книга, исследование ритмических форм, мелодических форм, вот, композиционной формы наигрышей, песен свадебных и наигрышей свадебных. Мы исполним старинную песню «Чодра-чодра», то есть «Лесочек» называется. Это песня 1929 года нашей мушмаринской стороны. Алексей Николаевич Дружинин, руководитель коллектива Алан-Ташнурского сельского дома культуры. Нравится то, что здесь вот собрались разные народности, можно посмотреть творчество людей. Ну и, можно сказать, это своеобразный мост дружбы
между всеми народностями. Вот и мы здесь сегодня встречаем ансамбль из Марий-Эл со Звениговского района, деревни Ташнур, ансамбль «Алан». Видите, какие уникальные бабушки, самые старинные песни, где можно познакомиться. И у нас даже такая сейчас появилась мысль сотрудничать с ними, приглашать их в Дом дружбы, чтобы они нам тоже могли рассказать о своем наследии нашей молодежи. Что для меня музыка, это, наверное, тоже жизнь, потому что я ей занимаюсь с раннего детства, лет с 5. Занималась народным хором, затем поступила в музыкальную школу, тоже занималась там в народном ансамбле, пела. Затем в колледж, и уже в колледже более-менее у меня сформировалось представление об этно и фольклоре в целом, потому что я поступила на этнохудожественное творчество. И мы изучали как раз фольклор, наши предки что делали, наши корни, песни, музыку, и развивали дальше. А потом уже мне это понравилось, я решила поступить дальше на вуз. Вместе вот с Сардисом поступали в консерваторию, вместе поехали и поступили. И там я начал впитывать это этническое. Там нас научили наши прекрасные преподаватели впитывать нас. Это этническое чувство. Без них бы, наверное, я бы не продвигался вперед. Но пошло это с колледжа.
где ходил в ансамбль «Сайкан». Я очень рада, что вот до сих пор, как говорят, молодежь, да, такая молодежь другая уже сейчас не интересуется ничем. Я очень рада, что среди молодежи тоже есть народ, который ему интересно вот то, что мы делаем, то, что более старшее поколение делают. У нас студенты ездят в экспедиции, собирают материал. Этот материал хранится в архиве. Я заведую архивом еще в консерватории. Этот материал студенты учатся сами перерабатывать, обрабатывать материал. Потом на этой же основе у нас ведутся научные изыскания. Они пишут дипломные работы, мы диссертации педагоги. Вот. И это как одна из форм развития, сохранения даже традиции. Через 50 лет уже этого не останется, что сегодня есть. Пока люди, вот, как, например, вот эти мои студенты, которые со мной приехали, остаются вот в наших рядах, да, я думаю, что фольклор будет жить. Это, ну, без этого никак. Культура должна быть на первом месте. Фольклор — это не только музыка, это музыка, творчество, танцы, быт, это все целое. Фольк, ну, это слово, лор, голос, как бы это передающееся из поколения в поколение. А уже этническое — это, наверное, уже нечто локальное, нечто маленькое. Вот если фольклор мы берем в целом России, а этника, то есть можем как раз сказать про культуру Коми, про культуру Удмуртии, Мари, и уже меньше чисто географически углубляться и к конкретной деревне и традиции. То, что мы изучаем других народов, это наоборот помогает, например, развить себя. Потому что если я вот удмурт и собираюсь заниматься удмуртской музыкой, чтобы заниматься этой, нужно узнать соседей, какая у них культура, чтобы
сравнивать и понимать. Культура – это основное. Если нет культуры, ты не можешь быть выше. Мы сегодня исполняли, наигрыш был на карельском инструменте сарби, на удмуртском инструменте ужигумы, на марийской волынке шибр. И также были шуточные лирические песни Марий, и наигрыши и танец удмуртов. И в конце мы исполнили мордовский танцевальный наигрыш.
дрожко.